Добрый день, уважаемые участники, руководители и члены экспертной комиссии научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». Разрешите представиться. Меня зовут Константин Ушницкий. Я ученик 5 класса средней общеобразовательной Сокрытской школы имени Романа Ивановича Шадрина. По теме обрядовый фольклор в стихотворениях Платона Афанасьевича Ломуцкого. В каждом произведении наши уважаемые писатели всегда пытались отобразить неповторимую культуру своего северного народа, а правила и приметы при охоте, обрядах, праздников. Также в них часто отображалось правило, почтенное отношение к старикам, уважительное отношение к супруге и детям и другое. Так, поэтому актуальностью нашей работы является сохранение традиций и культуры авянского народа путем изучения стихотворений авянских писателей. Опираясь на это, мы решили изучить биографию и творчество Платона Афанасьевича Ломуцкого, проанализовав несколько его стихотворений, которые можно отнести к обрядовому фольклору. Цель работы — определить роль обрядового фольклора в стихотворении творчестве Платона Ломуцкого. Задача — найти соответствующую литературу, изучить биографию Платона Афанасьевича Ломуцкого, изучить стихотворение Платона Ломуцкого, анализировать произведения писателя, сделать выводы по теме. Итак, изучив биографию и творчество Платона Афанасьевича Ломуцкого, изучив и проанализировав некоторые произведения выдающегося авянского писателя, мы пришли к такому выводу, что Ломуцкий сильно сопереживал авянского народа и отчаянно верил в светлое будущее авянов в виде обрядового фольклора в каждом его стихотворении. Так, например, стихотворение Тарабукин-Пушкин фольклор и его назначение чувствуется между строк и слов, а стихотворение «Песня Авена» является песней. Все эти стихотворения объединяют одно четкое описание жизненного уклада и самобытности авянского народа и его просветления путем творческого просвещения стихами, песнями. В биографических стихотворениях, которых сейчас не знаю, или Эдеф Самергер, мы видим причитание, повести и заклинания, то есть твердое наставление, адресованное к конкретным лицам авянского народа. Произведение Амчани и Ягода Невчан — это легенды, повествующие о моральных качествах и ценностях человека. Также доброте, силе, благодарности и выносливости. В стихотворении «Подарок матери» есть и заклинания, и поверье. Таким образом, мы выяснили, что роль обрядового фольклора в произведениях Платона Афанасьевича Ломуцкого очень важна для нас и будущих поколений. Читая его стихотворения, мы познаем традиционный уклад жизни наших предков, неповторимую самобытную культуру, погружаемся в мир первозданной природы, чувствуем то, что чувствовали наши предки. Спасибо за внимание.